В объективе программы Central Asian Report тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии. Политика, экономика и культура, события, тенденции и люди – все это на одной территории. Здравствуйте, это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Электрокары на дорогах Казахстана, зарубежные и отечественные. Пригвоздили классика. В Кыргызстане создали необычный портрет Чингиза Айтматова. Первая в Центральной Азии троллейная трасса. Полеты не во сне, а наяву. А прямо сейчас центральноазиатские новости. Власти Туркменистана будут выдавать зарплату работникам бюджетной сферы облигациями внутреннего государственного займа. Таким образом, власти республики планируют пополнить доходную часть бюджета. По сообщениям местных СМИ, учителей страны предупредили, из-за нехватки наличных средств в банках манатами будет выплачено только 30% заработной платы. 70% вознаграждения отдадут облигациями. Срок возврата средств по ним пока не озвучивается. Кыргызстан готовится ко вторым всемирным играм кочевников. Они пройдут в начале сентября на ипподроме в Иссык-Кульской области. В данное время ведется реконструкция спортивного объекта. Она оценивается в 11 миллионов долларов. Кроме того, в рамках подготовки к играм осуществляется капитальный ремонт трассы Бишкек-Аэропорт Манас, а также автодороги Балыкчи-Чолпан-Ата ипподром. На эти расходы предусмотрено еще 7 миллионов долларов. Частично финансирование осуществляется за счет средств золоторудного месторождения Джеруй. В Узбекистане состоялась презентация и запуск национальной социальной сети. Ресурс, работающий на русском и узбекском языках, по словам его создателей, адаптирован под культуру и потребности пользователей Узнета. Он создан по государственной инициативе и финансируется из бюджета. И это прецедент. В республике уже зарегистрировано 38 социальных сетей разной тематики. Но все они были разработаны на средства частных инвесторов. Отмечу, что в данный момент активны из них всего 8. Приехали! Едва на казахстанских дорогах впервые в Центральной Азии появились электромобили иностранного производства. Местный автопром заявил о создании собственного прототипа. О том, что из этого вышло и чем, скорее всего, закончится, смотрите в сюжете моего коллеги из Алматинского бюро. Алматы, июнь 2016-го. После очередного ливня в огромной луже под мостом застряли десятки машин с бензиновыми двигателями. И только электрокар невозмутимо преодолевает водную преграду. За неделю это видео в интернете просмотрели около 1,5 миллиона человек. Резонанс оказался крайне неожиданным. Это видео откомментировал сам хозяин Теслы Илон Маск. Теперь с нами хотят связаться такие компании, как CNBC, CNN, Аль Джазира. И акции компании взлетели. Это тот самый автомобиль на электрической тяге, ставший звездой Ютуба. Иван Шелемеха знает эту машину как свои 5 пальцев. Испытание казахстанскими дорогами оно проходит уже год, и своего хозяина пока не подводило ни разу. Поэтому уплаченных за нее 100 тысяч евро Иван высокой ценой не считает. Преимущество этого автомобиля – здесь не требуется ни заливка масла, не требуется ни бензина, ни каких-то расходных материалов, антифриза и так далее. То есть вы просто зарядились, сели в машину и поехали. Полная зарядка машины 485 километров, в городском режиме это около 350 километров. Ну, если так взять, то можно от Алматы до Талдыкургана доехать. Электрокары пока не продаются ни в одном из действующих автосалонов республики. Их доставляют в страну по спецзаказу. На данный момент по казахстанским дорогам колесят около 1000 электромобилей. Немного, если учесть, что в одном только Алматы зарегистрировано более 500 000 транспортных средств. Но в Киргизии, например, электрокар вообще один, а в других центральноазиатских республиках их нет и вовсе. В Казахстане шаги, направленные на стимуляцию продаж экологически чистого транспорта, уже предпринимаются. Сегодня все покупатели
электромобилей в Казахстане освобождены от уплаты таможенной пошлины. Она равна нулю. Кроме того, покупатель электромобиля в республике обязан будет уплатить лишь 50% регистрационного сбора. Любопытно, что на электромобили в Казахстане есть не только спрос, но и предложение. Недавно Усть-Каменогорский автомобильный завод представил первый электрокар отечественной сборки. Он создан на базе обычного бензинового автомобиля. Под капотом 110 лошадиных сил, а до 100 километров он способен разгоняться за 11 секунд. Ну вот мы находимся сейчас в салоне, легким нажатием на кнопочку завода автомобиля. Вот двигатель уже работает, но мы ничего не слышим, мы определяем его работу только по приборам. Решетки радиатора, здесь у нас вот такая вот элегантная заглушка, под которой имеется разъем для подзарядки, значит, непосредственно аккумуляторной батареи. Во сколько обойдется такой автомобиль массовому потребителю, пока неизвестно. Зато создатели казахстанского электрокара посчитали затраты на его эксплуатацию. Надо сказать, звучит заманчиво. Если бензиновый двигатель заправлять, двухлитровый аналог, да, то это будет где-то порядка 1200 тенге. А здесь вот именно 100 километров пути будет стоить 400 тенге за счет стоимости электроэнергии. А если учитывать еще возможный ночной тариф более дешевый, то это будет еще дешевле. У Таира Балбаева тоже есть электромобиль. Точнее, пока всего лишь его прототип. Зато под маркой «Сделано в Казахстане». Он спроектировал его сам. Впереди классическая подвеска двухрычажная. Она очень, скажем так, надежная, опробированная временем. Она предназначена для преодоления различных препятствий, очень плохой дороги, потому что подвеска может ходить достаточно на большом, скажем так, диапазоне, не отражая, скажем, на состоянии всей машины. Да. Это авто Таир называет баги. Благодаря высокой проходимости и экологической безопасности оно может использоваться, например, в горной местности. Кстати, отсутствие выхлопных газов называют главным преимуществом электрокаров над машинами с двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, говорят эксперты, в вопросе безопасности электромобилей для окружающей среды не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы произвести те же батареи, размещены там, в странах третьего мира, очень вредные, очень опасные производства. Это раз. Плюс электроэнергия не берется из воздуха. Понятно, что ее вырабатывают ТЭЦ. ТЭЦ тоже загрязняют атмосферу. То есть в любом случае тут речь не идет о там, полной безвредности для окружающей среды. И все же электромобилям на казахстанских дорогах быть. В их массовом внедрении заинтересовано в первую очередь государство. Это важная часть перехода Казахстана к зеленой экономике. Однако помимо собственного производства нужна соответствующая инфраструктура, заправочные станции и СТО. Но пока все это только в разработке. Пригвоздили классика. В Кыргызстане из гвоздей и ниток создали самый большой портрет народного писателя Чингиза Айтматова. Широкий общественный резонанс вызвало не столько само полотно, сколько необычная техника его исполнения. Об авторе произведения и картине, которую не то шили, не то вязали, не то ткали, в сюжете нашего собственного корреспондента в Бишкеке. Вот так с помощью гвоздей и черных ниток архитектор и путешественник Азамат Жаналиев создал самый большой портрет всемирно известного писателя Чингиза Айтматова. В длину полотно составляет 2,5 метра, в ширину 1 метр 25 сантиметров. Именно эта картина – это последняя фотосессия Чингиза Айтматова. Почему-то это очень загадочная, такая интересная фотография, которая дает сознание что-то такое вселенное, да, будущее, да, такое. Работа выполнена в необычной для Центральной Азии технике стринг-арт. Художник забивал в полотно гвозди. На них в определенном порядке наматывал нитки, в данном случае черные. Так из хаоса появилось изображение.
Я бы не сказал, что там очень было трудно, конечно, мозоли на пальцах, это самое первое. Гвозди, конечно, это было тяжело забивать там более 2-3 килограммов гвоздя. Через социальные сети полотно представили широкой общественности еще до того, как оно было полностью готово. И портрет неожиданно вызвал ажиотаж среди пользователей. Поэтому его решено было продать на аукционе. По оценкам экспертов, стартовая цена картины – 300 тысяч сомов. Потратить эти деньги Азамат планирует не на творчество, а на путешествия. У меня путешествие там длится 5-7 лет. Это кругосветка получается. И я хочу конкретную технику купить, команду создать здесь и там. И создать новый маршрут Улу, Кыргыз, Изи. Будем пропагандировать здоровый образ жизни и, конечно, мир во всем мире. Впрочем, строит Азамат и творческие планы. Вместе с группой единомышленников собирается создать серию портретов президентов Центральной Азии, Чечни и России в знак дружбы и единства народов. Дорога в облака. В Алматинской области открылась первая в Центральной Азии троллейная трасса. По сути, это полет над горным ущельем на высоте 126 метров над землей на скорости 100 километров в час. Впрочем, это лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Подробности в следующем сюжете. Восторженные крики над этим горным ущельем – явление привычное. Здесь, в предгорьях Заилийского Алатау, проходит троллейный парк «Шелковый путь», самый большой в Азии и третий по величине в мире. Есть еще 2 троллейных парка, которые нас обошли. Это Перу и Таиланд. Но это по протяженности маршрутов одиночного катания. Троллейный парк – это аттракцион не для слабонервных. Человека фиксируют на стальном тросе и отправляют в затяжной полет над глубоким горным ущельем. Протяженность маршрута около 3000 метров. Скорость в пути достигает 100 км в час. Классно. Я не ожидала, что так круто. Как будто летишь. Передвигаясь по маршруту, туристы могут не только получать адреналин и любоваться горными пейзажами. По задумке создателей парка, во время воздушного путешествия можно познакомиться с историей Великого Шелкового пути. Проходя маршрут, вы двигаетесь от Китая в сторону Европы. Каждая остановка посвящена городу и остановке на Великом Шелковом пути. И каждая остановка имеет свое собственное название. Сможете прочитать, узнать историю, познакомиться с какими-то фотографиями, увидеть картинки, посмотреть наши информационные стенды. Прокладка первого троллея началась еще в 2012 году. По сути, это уникальная инженерная конструкция. К ее строительству были привлечены опытные специалисты из России, а специализированное оборудование закупали в Италии. Мы не могли пройти против безопасности. Соответственно, выбирались именно места, где было наиболее безопасное прикрепление троса. Да, это деревья большие, это крупные камни, куда мы специальными анкерами загоняли большие анкера и крепили тросы. Безопасность здесь превыше всего. Перед маршрутом для туриста проводят инструктаж и сообщают о мерах безопасности. Кроме того, на каждой остановке предусмотрен аварийный спуск. Имеется обмундирование на случай эвакуации. По подсчетам руководства парка, в месяц аттракцион посещает 100-150 туристов, но потенциал у троллея гораздо больше. Совершить захватывающее путешествие могут 66 человек в сутки. Такова пропускная способность трассы. Поэтому к развитию внутреннего и въездного туризма в Казахстане здесь готовы. На этом все. Вы смотрели Центральную Азию. До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ.